Сейчас 8 июля, 20 минут 11. Сейчас трогаемся с местечка Делысу в сторону Поляны Эммануэля. Это километров не знаю сколько, говорят, часа 5 идти вверх. Гора Эльбрус на Северном Кавказе – высочайшая вершина России и Европы. Покорять ее ежегодно приезжают альпинисты-профессионалы со всего мира. А несколько дней назад подняться на 5621 метр удалось и небольшой группе из Северной Осетии. Возглавил экспедицию кандидат в мастера спорта по альпинизму Владимир Кореньков. Восхождение с севера. Редко посещаемый район. А Северная Осетия, мы, по-моему, единственная команда, которая совершила восхождение с севера на Эльбрус. Идея эта вынашивалась очень давно, потому что, во-первых, Эльбрус – это знаковая гора. Гора, которая является высшей точкой Европы. Значит, высшая считается 5642, это западная вершина, но мы поднялись на восточную вершину. Но это еще не конец, у нас там в перспективе есть. Значит, идея такая – подниматься на западную вершину. Руководитель экспедиции собрал довольно необычную команду. Кроме его подопечных, из горно-спортивного клуба «Крокус» Ордонского аграрно-технологического колледжа покорять Эльбрус отправились и гости из далекого Хабаровска. Участниками стали как опытные альпинисты, так и новички. Всего 11 человек. Самому юному члену команды Даниле Донскову 16 лет, но от старших коллег он не отстает. Ко всеобщему удивлению, в группе оказалась и хрупкая на первый взгляд девушка. Анна Шавель в восхождении участвует не первый раз. Я ходила в 2009 году тоже на Эльбрус, только с юга на западную вершину. Потом вышла замуж, родила ребенка и сейчас снова вернулась. Поэтому это для меня такая двойная победа. Ты отдыхаешь полностью от цивилизации, от телефонов, от всего этого прогресса. Возвращаешься, как будто снова родился. На покорение вершины ушло около 25 часов. Крайняя точка цивилизации, база МЧС, находится на высоте 2000 метров. Оставшееся расстояние, больше половины пути, альпинисты преодолевают, надеясь только на собственные силы. На пути их подстерегает немало опасностей. Кроме суровых погодных условий, злую шутку с покорителем вершин может сыграть и собственный организм. Низкое давление, перепады температуры в горах – привычное дело, поэтому привалы нужно устраивать каждый час. Что, на обгон пошли, что ли? После сложного восхождения команда вновь собралась вместе. Сегодня ребята делятся впечатлениями с родными и друзьями. В уютной обстановке они обсуждают планы на ближайшее будущее. Совсем скоро группа поднимется на самую высшую точку Эльбруса – западную. Тамила Хамицаева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.